Ну вот, значит, мой Таджикистан, признание в любви. Родина, так вольно бьется сердце, жизнь так хороша. Только здесь такое солнце, только здесь поет душа. Знаю, где-то чистый светел, мир чудесный есть вдали, но счастливее в целом свете нет родной моей земли. Мир велик, его просторы, горный край цветущий мой, край таджиков, край, который навсегда в душе со мной. Гордый край, тепло и мило под созвездием твоим, от Бахтара до Памира ты навеки мной любим. Родина, так вольно бьется сердце, жизнь так хороша, только здесь такое солнце, только здесь моя душа. А вот наш первый трехэтажный дом. Вот первые 3 этажа, которые были построены. Моя Италия, страна родная, на всей планете ты одна такая. Но почему со всех сторон бурлит неон, манит неон волной чужого хлама? От прежней славы в наши дни на свете остались нам с тобой одни спагетти. Американской моды крик давно во все сердца проник, вот факт, а не реклама. Привет, Италия, и здравствуй, Мария. Гляжу печально я в глаза родные, тут все знакомо, тут я счастлив, я дома. Здесь оригинальный вид сейчас будет. Наш потолок без крыши. Никаких пауз. Мы продолжаем жить, и я даже, по-моему, закалилась в этой битве с застройщиками. Это настоящая битва, и я веду ее, честно говоря, одна практически, потому что мама моя, она очень скромный человек советского воспитания, она не может за себя постоять. То есть я беру мне учебники и иду, свидетелей много. Вот так взять, да, вот сопоставление. Вот это приятно, вот, допустим, видеть вот это вот старое, все вот этот хлам, это, ну так долго же не должно продолжаться. А вот приятнее же глаза, вот смотрите, вот даже просто простой пример, вот глаза смотрят на вот эти старые домишки, вот эти вот бараки, которые люди там возятся, как стирают, там же сушат, там же и туалеты находятся. Когда можно, вот, посмотрел глаз в другую сторону. Собираются обезопасить мою семью, моих детей. Вот такой метровой, вот такой штучкой. Они считают, что арматура не упадет. Они считают, что кирпич не упадет. Они считают, что это правильно по технике безопасности. И плевать они хотели на то, что у нас участковый запретил им делать любые работы без его участия. Когда беда, например, касается не их, как-то они не думают об этом. Вот до этого я читал многих, например, в газетах, в журналах и по телевидению показывают, что очень много возмущаются люди, когда их, например, сносят их дома. Очень много недовольных. Я думал, ну вроде бы у них какой-то такой ветхий домик, ну дадут им новую квартиру, очень современную, со всеми условиями. Что здесь плохого? Вот я всегда так считал. До того времени, пока это не коснулось лично меня. Вот посмотрите, где находится фундамент, посмотрите сейчас. Первый этаж, который вот. А дальше вот еще 3 метра, даже больше 3 метров оказалось. Это вот ниже нашего фундамента. Смотрите, какой покоп. Близко очень. И там вода всегда. Сам дом – это кусочек моей родины, кусочек жизни, так сказать, если вы хотите. Ну, если здесь, например, у меня родители здесь жили, у меня мать жила здесь, например, ну, она вот, например, уже ее нету. И когда я вижу в своем дворе любой кусочек, например, того места, где она когда-то проходила, где-то она что-то сделала или где-то она сидела, то воспоминания сразу тянет меня, и я вспоминаю о родителях. Поэтому очень больно покидать свои родные дома. Хотя пусть они не совсем комфортные, даже для кого-то, может быть. Но для нас это намного, поверьте, в 1000 раз комфортнее, чем самые комфортные со всеми условиями вот эти вот дома, которые сейчас строят. Здесь голубки 2, вон маленькие родились. Жалко, конечно, вот сейчас вот, как говорится, иногда думаешь, вот
сейчас они начнут же все ломать, они же, дай бог, чтобы они посмотрели, что здесь птички маленькие. А у меня здесь всегда, у меня каждый год или гнезда, или этих птичек, голубей. Паспорт возьми, она бухгалтерша, там я пошел вчера, получил. А вы вчера? Не, я кое-что другое получил, а так они по договору, они все делают. Договор в нотариусе ты когда делал? В декабре они должны были деньги сразу дать. Дай бог, чтобы достроили, говорят. Да построить. Там этот Кен мой, он там заведует. Нормально будет. А память об этом доме, ну какая память может быть? Были здесь, допустим, мои родители, жили, отец и мать, приходили в гости, их нету, ушли. Но память-то остается не об этом доме, а о них же остается память. Правильно? Вот когда память о них остается, вот это вот действительно. А то, что... Пусть весь мир знает, какие у нас строители. Вот здесь мои дети играются, а вот здесь строительные работы. И еще они просят меня детей моих убрать. Просят убрать моих детей с моего двора. Вот это наша комната получается. Вот. Уже тут одна стена осталась. И буквально 2 дня назад бульдозер все вот это раскапывал. И ночью вдруг шофер из бульдозера дернулся в нашу дверь. Я выглядываю, а он говорит: ой, здесь, оказывается, кто-то живет, а я хотела эту стену ломать. Вот представляете, вот до таких парадоксов просто доходило. Я говорю: вы что делаете? Не надо ломать, мы здесь живем. А так вот осталось. И вот это получается, что наша комната, а над ней нет крыши. Вот уже крыши нет, только чердак остался. Это если бы эта бордюра железяка упала бы на ребенка, это что такое? Я вот это в прокуратуру буду. Я уже надоела мне. Мне надоело ваше игнорирование, мне надоело ваше скряжничество, мне надоела ваша мелочность, мне надо. А если бы это на моего ребенка какого-нибудь упало, худонишь на тебя. Шумогоку, а хич наметарся, ничего страшного. По-хорошему я хотела, но вот это последняя капля, все. Племянница, она заработала столько болезней, но она стоит на учете у врача, психолога, она уже просто вот после падения этого крана особенно у нее вот тут прогрессировала эта болезнь, у нее есть просто, она не может сейчас просто спокойно говорить, не может это самое, у нее всегда панический вот этот страх, вот всего желтого, который, потому что того, что кран упал, сейчас не можете даже увидеть, куда он упал, к родителям домой. Представляете, какой стресс нужно пережить, чтобы, например, такое увидеть и потом еще жить с детьми. Я просто сожалею этим людям, что они, наверное, не поняли, что эта жизнь уже жестокая пошла. Надо быть более крепким, надо быть более подкованным в планах, во всех планах. Не только юридически надо быть подкованным. Знаете, не так много домов осталось в Душанбе, вот именно там, где человек чувствует себя хорошо. Знаете, вот для меня очень важно, почему вот старый Сталинабад, да, вот всегда мы говорим старый Сталинабад, как важно сохранить его. Но почему важно? Почему? Да потому что человеку нужны определенные реперы. Человеку в душе нужно сохранять свое старое место, где прошла твоя юность, где прошла твоя молодость, где проходит твоя жизнь. Это очень важно, потому что ты всегда можешь прийти на какое-нибудь место, оглянуться, осмотреться, определиться во времени и пространстве и понять, что ты хочешь в жизни, что тебе интересно, а с чем, может быть, нужно и порвать, закончить это все. Просто люди, которые уехали, да, они все-таки, в их памяти живет старый город. Если они возвращаются сюда, то, конечно, уже не находят того, что у них в памяти, безусловно. Это так печально. Я недавно видела женщину, которая приехала в школе в 55-й. Она приехала, снимала, благо школа была на месте еще. Сейчас ее уже снесли, на ее месте новая школа, громадная, гигантская просто школа. А она приехала из Белоруссии.
и снимала сосны, которые, и школу, и сосны, которые растут около школы. Сейчас не знаю, растут они или нет, но их заслоняет вот эта огромная школа. Меня просили, говорит, мои одноклассники, которые живут сейчас в разных местах, просили меня заснять школу и эти сосны, чтобы, ну, напомнить о детстве. Ну, конечно, это все печально. Что-то у меня это, я говорю, давайте, я их выгнал, сам вышел, и, понимаете, кран на меня идет. Вот так. Кран на меня идет. А я разговаривал с соседом, я его не видел. Я его раз за шкирку и бегом в сторону. Он испугался. Бегом, и этот кран на нас идет вот так. И слава богу, что вот эта стрела 54 метра. Она вот так была ровно на нас. И как-то вот Бог взял, повернул его налево. Понимаете, налево. Если он пошел бы, нас убил бы. Налево повернулся. И вот я бегом домой, смотрю, у меня дети в том, у деда. Я говорю, слава Богу, что идет. А там парень молодой, 23 года, лежит, вот это плиты бетоновые, вот это. Сейчас застройщикам и тем, кто финансирует это все хозяйство, так сказать, выгодно очень. Земля строит эти быстрые дома каркасные и желание извлечь большую прибыль. Все. А люди вынуждены в них селиться, потому что, да, их выселяют, куда-то надо идти, вот в эти дома они, и, как говорится, и заселяются. Но как в них жить? У меня такое чувство внутри, что я бы, допустим, как вот если бы маленький ребенок получил игрушку, или, допустим, я в футбол играл, мячик получил, хороший такой футбольный мяч. Такое чувство. Вот я сейчас такое чувство, ни о чем не жалею я, допустим, цепляться за старье. Я каких-то 2 года потерплю, зато я буду в приятном месте жить. Я зашел, комфорт почувствую. На лифт нажал, поднялся, зашел домой. Чистая квартира, запах чистый. Но здесь хоть убей, хоть делай и не делай, все равно этот запах не уйдет. Ну, больнее потерять вот этот дух именно, вот, дух двора, дух дома какой-то. Как говорил, сразу вспомнила Экзюпери, «Маленького принца», когда говорил ему лис, что самое главное то, чего глазами не увидишь. То есть что-то вот такое основное, дух добра какого-то, дух старины, вот в нашем доме, например. Дух вот этого соседства животных и людей, то, что у нас кошки всегда были дома, и это всегда было приятно, что другая какая-то жизнь с нами есть. Да даже когда мышки были, и то было интересно. Потому что все это живое, все это свое, и наши деревья во дворе, это тоже часть души, какая-то частичка, естественно. Вот это именно все остается в сердце, не какие-то там стены или что-то, хотя стены тоже родные. Но вот на данный момент я просто чувствую, что я потеряла Вот это запах вот этого, вот входит вот в квартиру, запах памяти там. Какой запах? Запах старья. Стареет все, рушится. Запах старого дерева, гниет все. Запах, вот посмотреть, даже вот эта комната, ну, все стареет, все гниет. Надо менять, надо. Не надо цепляться. Наоборот, радоваться. Радоваться новому. Представьте, новое. Все новое будет. История 20 века, ее не существует. Зайдите в Национальный музей. Там практически вот кроме иконостаса героев Советского Союза, остальных деятелей науки и культуры достаточно мало. И такой маленький зал. Вот это меня всегда смущает, когда я иду в Национальный музей и вижу, сколько уделено времени саманидам, сколько уделено времени Персидской империи, другим огромные залы. А советскому времени республика, когда была считайте, через 10 веков после
уничтожения империи саманидов была создана республика, и 75 лет она, 73 года существовала, и как будто ее и нету. Вот здесь прошло мое детство. Как у нас здесь было, давайте посмотрим. Спасибо. Самое интересное, что перила остались те же. Ничего не поменялось. Ой, да. А еще, я помню всегда, у нас на втором этаже жила тетя Зоя и бабушка Григорьевна. И она всегда убиралась и всегда ругала, не дай бог, какая-нибудь бумажка, какая-нибудь пыль. Она всегда мне говорила: Гафур, следи за чистотой в подъезде. И я говорю: да, бабушка Григорьевна, я всегда буду следить за чистотой в подъезде. И вот с тех пор мне эта чистота в подъезде въелась в голову. Хочу наверх подняться, посмотреть, что ж там. Да. Она уже размывается потихоньку. Радуга облаками размывается. У меня, честно говоря, до самого последнего момента, пока они не начали разрушать здесь, у меня было такое ощущение, что это все нереально, что не будет никакого сноса, что мы вот как живем, так живем. Настолько вот эта сила привычки большая. А когда уже начали сносить, стало, естественно, здесь пыльно, все летело. Невозможно было пару недель вообще ни дверь открыть, ни окна открыть. Было ощущение, что я в каком-то ненормальном, дурном сне, в каком-то страшном сне вообще живу, и что я скоро проснусь, и этот сон закончится. Но тем временем, когда даже такие ощущения у меня были, я воевала, продолжала воевать, потому что застройщики однозначно не правы, правда, на нашей стороне. И надо что-то делать, надо бороться. Вот это происходит над моим домом. Прям здесь дети, школьники, у меня и малышка. Вот это происходит над моим домом. Пожалуйста, посмотрите. С утра опять щебень летит, опять камни летят. Никто ничего не сделал. Сбоку обещали они мне сетку поставить. Сбоку они обещали какой-то клеенкой закрыть. Ничего подобного. Щебень летит, камни летят опять и снова. Вот, пожалуйста. Вот это прямо возле дома. Вот это дома строят, я радуюсь, потому что у меня фотографии есть старого вот этого дачного кирпичного дома. Даже с 60-го года. У меня и отец снимал все, любитель. Сравнить сейчас с этим базаром, например, ну, пока базар. Раньше там кирпичный завод был, там в пыли, все, в грязи, все это, а сейчас красота. И стройки там дальше. Радуется, душа радуется, что такое у нас изменение в городе. Ну, молодцы, вообще. Молодец наш президент. И 9 мая я увидел его там этого, с Путиным. Я вообще все рассматривал. Ну все, пошел.
Хватит. Не. Он уже 3 года, как его подбросили к нам. Он у нас как член семьи уже. 3-летний, взрослый, красивый наш кот. Но мы его здесь оставим, нам его некуда, потому что он все-таки дворовый. Ну а куда его? Он там вот бегает куда-то в махалю, гуляет, да. Просто там так вкусно не кормят. И знаете еще что интересное? Вот эти ласточкины гнезда. Всю жизнь они здесь были. И даже сейчас ласточкины гнезда. И до сих пор ласточки живут здесь. Надо же. Это значит дом живой. Да, это традиция. Даже у птиц сохранилась. Я маленький был, всегда помню, всегда говорил: мама, это что такое? Она говорит: это ласточкино гнездо. И вот до сих пор эти ласточкины гнезда, значит, потомки тех первых ласточек до сих пор здесь еще. Сейчас в основном решает все бизнес. Ну, мне тоже вот говорят так: ну что ты хочешь, ты живешь в капиталистической стране, ты живешь при капитализме, смирись. Тебе никто ни в чем не поможет, сейчас каждый за себя. Но я не хочу в это верить. Не хочу. А я, наверное, заберу. Потому что они же здесь, когда начнут ломать, они же не смотрят, не замечают такие вещи. Такие вещи замечает только человек, который родился там рядом, жил. Вот я, допустим, знаю, сейчас приедут, они будут ломать все. Но если взять гнездо, может быть, и приживутся в другом месте. Но забрать надо будет. Жалко, они здесь сломаются, а они не посмотрят.